Казахстан с краткосрочным визитом посетил председатель комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ, герой Советского Союза, первый президент Республики Ингушетия Руслан Аушев. Он участвовал в международном форуме ветеранских организаций воинов-интернационалистов стран Центральной Азии, Балтии, России, США и Казахстана, посвященном 65-летию Победы. Буквально перед вылетом из Астаны в аэропорту нам удалось записать эксклюзивное интервью с Русланом Аушевым на тему региональной безопасности и современного миропорядка. Здравствуйте, Руслан Султанович. Спасибо, что согласились ответить на наши вопросы. Добрый вечер. Какие события на Северном Кавказе, обострение террористической угрозы, война в Южной Осетии повлияли на постсоветское пространство? Можно ли говорить о том, что изменилась региональная картина безопасности? Ну, мир динамичный, мы видим, какие процессы происходят во всем мире. И то, что происходит в Афганистане, то, что происходит на просторах бывшего Советского Союза, в частности, за Кавказе, да и взять Северный Кавказ Российской Федерации, где мы каждый день слышим объявление то ли в одном или в другом районе или населенном пункте режима контртеррористической операции. Конечно, это все сказывается. Да и последний взрыв Невского экспресса, это тоже сегодня идет расследование. Одна из вариантов, что это сделали боевики, которые имеют отношение к формированию, которое находится на Северном Кавказе. Какое значение общая ситуация имеет для стран Центральной Азии? Для стран Центральной Азии имеет отношение вообще ситуация в Афганистане, в первую очередь. Почему? Потому что мы видим, что за эти годы, уже почти 8 лет, международная коалиция, и в первую очередь Соединенные Штаты Америки, не смогли добиться того результата, который они ставили перед собой в 2001 году, когда начинали боевые действия в Афганистане. И от того, как будет там проходить события, конечно, скажется в первую очередь на Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан и, конечно, сюда, в Казахстан. У России большие проблемы с так называемым подбрюшьем. Это касается почти всех приграничных постсоветских государств. Не значит ли это, что Москве нужно изменить свою политику в отношении своих бывших республик-братьев? И если да, то какой вы ее видите? СНГ надо усиливать по всем направлениям. Почему? Потому что эти годы показали, что один в поле не воин. Посмотрите, что происходит в Евросоюзе. Они уже избрали себе единого президента и единую внешнюю политику они определили. Поэтому надо идти по этому пути, и не надо стесняться, что кто-то у кого-то там какой-то суверенитет заберет. Надо же учиться. В чем проблема сегодня Афганистана? Американцы, коалиция, вернее, вошли в Афганистан, не учитывая наши ошибки, которые мы совершили с 1979 по 1989 год. Не получится ли так, что действия всех спецслужб могут радикализировать общество? Ну, сегодня я не вижу в Казахстане основы для того, чтобы тут радикализировался. Конечно, надо об этом думать, надо следить за этим вопросом, но пока я не вижу основания для этого. Где основания радикализации? Основания радикализации в нескольких вещах. Первое – это отрыв органов власти от населения. Второе – это коррупция. Третье – это экономическая отсталость. То есть не работает экономика, и большое количество людей ходит без работы и не знает, чем заняться. Четвертое – нет авторитетных людей, в первую очередь духовенства, которые могли бы послушать граждане, население, имамы, муфтияты, которые могли бы объяснить верующим вообще, что происходит в первую очередь в мусульманском мире. Что такое, на ваш взгляд, международная безопасность в мире, учитывая последние события в Южной Осетии? Да не только в Южной Осетии. Много вопросов есть. То, что происходило на Балканах, то, что происходило в Афганистане, то, что происходило и после развала Советского Союза. Это вопрос, который в первую очередь, я считаю, что нужно реформировать Организацию Объединенных Наций. Потому что взять войну в Ираке. Никто ни санкций не давал. Принимается решение, войска пошли на Ирак. Суверенное государство, член Организации Объединенных Наций. Организация Объединенных Наций не принимала решения. Процесс, который в последнее время называют очень модным словом, перезагрузка российско-американских отношений. Как вы думаете, к чему это приведет в перспективе? Я надеюсь, что к лучшему приведет. Потому что действительно последние годы между Россией и Соединенными Штатами были много непонятных, жестких столкновений на всех уровнях. Ну, это уже задача нового президента Обамы и нового президента Медведева. Ну, пока вот то, что они говорят, уже начали общаться, начали говорить о
сокращение средств ядерного падения. Ну, конечно, весь мир надеется на то, что вот это напряжение сопадет, потому что, как ни говори, это две страны, которые имеют самое большое количество ядерных боеприпасов и носителей ядерных боеприпасов. Перспективы для Центральной Азии? Ну, а Центральная Азия, как всегда, будет пожинать последствия этого всего дела. Потому что Россия, Центральная Азия, вот она Россия, вот Казахстан, вот он Таджикистан, вот он Узбекистан и все остальное. Конечно, и тем более еще появился очень сильный игрок. Мы почему-то не говорим о Китае. У Китая очень большие интересы и в Центральной Азии, и в мире, и в том регионе, Азиатско-Тихоокеанском. Они везде, и в Африке они, и в Америке они, и в Европе они, и в России они сегодня. И здесь они везде. Поэтому я думаю, что еще и надо не сбрасывать со счетов и Китайскую Народную Республику. Средняя Азия, Центральная Азия – это многонациональный народ с тяжелейшей историей, со спорными вопросами. И поэтому нужно руководителям вот этих республик и, конечно, при активном участии Российской Федерации эти мины, как я их называю, их надо вытаскивать и обезвреживать, чтобы они не взрывались и не взрывали общество. Они не взорвутся? Но это все как зависит от минера, как минер сработает. Ну, как сапер сработает, вот сапер вытащит, тогда не взорвутся. Если сапер сделает ошибку, тогда будет подрыв. А саперы, вот, руководители, те власти, органы власти, общество, которое призвано не дать разгореться этому пожару. Поэтому избрали президентов, есть правительство, парламенты. Это их задача защитить. А если не сделают, тогда мы пожнем то, что было на наших глазах даже вот в течение 90-х и 2000-х годов. Спасибо, Руслан Султанович, за интересную беседу. Удачи вам. Спасибо, вам тоже спасибо.